В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что на Крымском полуострове нас слышно на частоте 105,9 FM. Если плохо слышно, глушит наш сигнал, есть альтернатива. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете прямую трансляцию наших эфиров, и также вы найдете там записи всех наших радиопрограмм. Прямые трансляции в видеоформате доступны на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, излагать ту информацию, которая у вас есть. Мы все внимательно читаем и наиболее конструктивные сообщения обязательно процитируем в эфире. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, я приветствую гостя нашей студии Наримана Алиева, режиссера, кинорежиссера, да, в том числе и фильма «Домой», который готовится к выходу на украинские экраны. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, начнем с событий последних, которые связаны с вашим фильмом. 25 октября в Стамбуле в рамках 7-го международного Босфорского кинофестиваля фильм «Домой» был признан лучшим иностранным фильмом. Награду за лучшую мужскую роль получил исполнитель главной роли в фильме Ахтем Сейтаблаев. Ну, это только один фестиваль, вообще много уже, да? Жюри разных фестивалей познакомилось с этим фильмом? Ну, как некоторое количество, да. То есть фильм путешествует, показывается по всему миру, то есть так потихоньку он живет своей жизнью. Здесь я еще отмечу, что мы анонсировали участие Ахтема Сейтаблаева в нашем эфире, но, к сожалению, по состоянию здоровья он не смог добраться до нашей студии. Мы ждем его в одном из наших следующих эфиров, и те вопросы, которые вы успели нам прислать, мы обязательно ему адресуем. Давайте перейдем к разговору о картине. Вот персонаж, да, главный герой, которого играет Ахтем Сейтаблаев, Мустафа. Он потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины, решает похоронить его на родине, в Крыму, и вместе со своим младшим сыном и телом погибшего Мустафа отправляется на полуостров. Такая завязка этого фильма. Первый вопрос, наверное, очевидный, да, откуда взят этот сюжет? Откуда взята эта история? Ну, идея, на самом деле, 3 года назад мне рассказал о идее сценария мой азербайджанский друг Навруз Хикмет. У него была идея написать сценарий про то, как у людей погиб близкий родственник, и они едут в далекие края, чтобы забрать его тело и привезти на родину, чтобы захоронить. Вот. Но, скажем так, я немножко переработал и с разрешения своего коллеги начал уже развивать сценарий «Домой». То есть вот был такой концепт, и из него у меня составился, то есть уже там синопсис фильма «Домой», потому что у меня было желание снять крымско-татарскую историю в полнометражном фильме, но физически я не могу снимать в Крыму, и была такая дилемма определенная, как раскрыть историю там крымско-татарской одной семьи на территории материковой части Украины. И именно такой концепт позволял мне это сделать. Но Крым каким-то образом показан в этой картине. Если показан, то где снимался Крым? Ну, мы снимали по всей Украине, то есть мы снимали в Киеве, в Киевской области, снимали в Николаевской области, снимали в Херсонской области, в частности, на Арабатской стрелке. И у нас по сценарию там последние 2 сцены происходят в Крыму, то есть они снимались на Арабатской стрелке. У персонажей этого фильма, у героев этого фильма есть какие-то реальные прототипы? Вы сказали о том, как возникла эта идея, но мы понимаем, да, что те события, которые начались в 2014 году, они прошлись по судьбам очень многих крымчан, и, возможно, есть какие-то реальные прототипы, либо какие-то реальные истории, которые вошли в итоге в фильм. Нет, реальных прототипов нет этой истории, я знаю об одном мужчине, у которого действительно погиб сын, и он его привез в Крым и похоронил. То есть я такую историю слышал, да, но никаких реальных прототипов не закладывалось в сценарий. Какой, наверное, да, главный посыл
кого вы видите зрителем этого фильма, кто придет смотреть это кино, и что вы хотите сказать этим людям? Ну, понимаете, то есть кино мы делаем, в принципе, для всех, да, а кто уже придет, это совершенно личное, субъективное решение каждого, у кого есть время, у кого есть желание, у кого есть средства, чтобы пойти в кинотеатр. То есть с нашей стороны мы сделали кино, которое нам болит, мы сделали на тему, которая нам важна, и мы со своей стороны делаем все, чтобы сейчас у украинского зрителя была возможность посмотреть этот фильм на большом экране в первую очередь, да, и все эти условные фестивали, награды, там, скажем, номинации, это все определенный инструментарий для того, чтобы люди просто узнали, что такое кино существует. А говорим мы совершенно там о простых вещах, о чувстве, скажем так, о конфликте отцов и сыновей, то есть достаточно универсальные темы, которые, в принципе, понятны как здесь в Украине, как и за рубежом, о конфликте отцов и детей, о понимании о родине, о чувстве, скажем, себя в этом мире и мире в себе. При этом, как бы, это достаточно такая локальная, небольшая история трагедии одной семьи, которая разворачивается на фоне нашего социально-политического бэкграунда, который существует, да, то есть мы не акцентируем на это внимание, но эти все обстоятельства, эта вся атмосфера, которая сегодня существует, это без нее бы этой истории бы не было в любом случае, да, и мы пытаемся через эту маленькую историю простых людей рассказать большую трагедию, скажем, одного государства. Можно это сформулировать и так. То есть можно ли выделить из сюжета какую-то главную дилемму, главную проблему, с которой сталкиваются герои, и в какой плоскости она лежит? Ну, поймите, то есть кино, оно неоднозначное, то есть, да, это скажем, это такого рода произведение, которое не имеет никаких однозначных месседжей, то есть мы поднимаем дискуссии, в принципе, там, опять же, о разных поколениях крымских татар, которые для себя по-разному воспринимают Крым как родину, как место, где кто-то не родился там, а родился в депортации, кто-то уже родился там при независимой Украине и все равно себя там не ощущает до конца, там, скажем, укорененным, да, кто-то ищет что-то новое, а кто-то хочет, скажем, укорениться в старом. При этом это все идет дискуссия, и мы не указываем, кто прав, а кто виноват. Мы пытаемся дискутировать, скажем, на эту тему. И, условно, потеря, которая объединяет двух родных людей, которые не могли найти общий язык. То есть это вот очень сложно, на самом деле, сформулировать как-то в одно предложение, то есть, да, ради чего мы делали это кино. Ну, то есть мы это все сделали в фильме, и очень сложно это потом как-то вербально передать. То есть, ну, наша задача была эмоционально подключить людей к истории этих персонажей и к пониманию их боли от происходящего и от определенного непонимания своего будущего, да, которое сейчас для нас всех имеет большой вопрос. То есть как нам каждому в этой ситуации поступать и чем руководствоваться. Потому что у каждого есть свое видение там, будущего. И я не могу сказать, что кто-то, опять же, прав или не прав в своем видении. Просто определенная дискуссия, которая необходима, скажем, как и в наших семьях, так и в нашем обществе, необходимо, чтобы слушать друг друга для того, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Как-то вот так. Вы уже познакомили, я уже говорил, да, о тех фестивалях, в рамках которых был показан фильм. Украинцы еще готовятся его увидеть. 5 ноября начинается прокат. 7 ноября по всей Украине. 7 ноября начинается прокат. И вот те люди, которым вы уже успели показать этот фильм, вы, наверное, получали какой-то фидбэк, да, обратную связь от зрителей этого фильма. Первое, вот та публика, которая, ну, наверное, мало осведомлена о том, что происходит в Украине, о том, что происходит с 2014 года, как она воспринимает этот фильм и насколько считываются все те сигналы, которые вы закладывали в этот фильм. Вот важный аспект вот в том контексте, что мы не пытались сделать какой-то
информационную агитку в контексте, что рассказать, что же у нас происходит в стране, и объяснить весь контекст происходящего. То есть мы не пытались этого сделать. То есть мы достаточно так тонко пытались проследить, ну, скажем, показать происходящее, не показывая его, да, то есть войну показать без войны, смерть показать без смерти, жизнь показать без жизни, ну, так я сейчас утрирую. И контекст, конечно, там, да, для зарубежного зрителя он сложный, но, как же я до этого сказал, что история достаточно общечеловеческая, и в первую очередь кино создано для того, чтобы вызывать эмоцию. И вот эта вот общая человеческая история, в большей своей степени она вызывает у людей эмоцию, то есть и они сопереживают героям в их обстоятельствах. А уже о ситуации про крымских татар, то есть, да, про Украину, про войну, про аннексию, то есть у меня нет возможности в полуторачасовом фильме дать какую-то исчерпывающую информацию по этому поводу, но если человек там из условного Уругвая после просмотра фильма захочет узнать немножко больше об Украине, то для меня, мне кажется, это уже есть победа. Потому что не моя задача доводить до него вот этот вот определенный фактаж. Да, массив информации. Да. Но все-таки реагируют как-то, пытаются что-то узнать? Ну, вы же присутствовали на показе этого фильма. Конечно, ну, то есть, там, опять же, в тех же на Каннском кинофестивале со многими журналистами, то есть, приходилось проводить там сначала там получасовой ликбез по бэкграунду, по происходящему, да, для понимания, что же происходит. То есть, в принципе, об Украине, на самом деле, очень мало знают, тем более там о Крыме, тем более о крымских татарах. И многие аспекты для них совершенно незнакомы. Ну, давайте будем откровенными, и в Украине мало украинцев плохо понимают, кто такие крымские татары и вообще кто эти люди. Вот, поэтому это кино и важно будет в первую очередь для украинских зрителей, для того, чтобы для себя немножко под другим углом открыть, скажем, такую нацию, как крымских татар, через вот там вот этих двух героев, вокруг которых строится эта история. Вот. И как скажу, ну, то есть, на самом деле, очень огромный объем информации необходимо доводить, чтобы как-то разложить все пасочки там, да, по местам. Например, у нас была такая ситуация, что наш фильм участвовал на фестивале в Норвегии, в Бергене, и организаторы фестиваля написали аннотацию к фильму, где указывалось там, условно, про гражданскую войну в Украине и много-много таких вещей. И, ну, в ручном режиме это приходилось править. И, ну, у меня к ним нет никаких вопросов, да, то есть они посмотрели кино и уже со своим каким-то знаниями какого-то бэкграунда, информации, они писали уже эту аннотацию. То есть, значит, что они не знают, что происходит в Украине, то есть, или они знают другую версию происходящего в Украине. И опять же, там, Украина как государство, то есть у нас не объявлена война, то есть у нас ООС, то есть, да, многие-многие вещи, которые, когда ты говоришь про войну, на самом деле ты лукавишь, потому что по факту ее нету у нас в стране, ну, то есть, скажем, в юридическом поле, да, и многие-многие такие вещи, их очень сложно объяснить и рассказать, и пояснить, как это война без войны, как это враг без врага, как это объявленная война без войны, ну, без объявленной войны, то есть и многие-многие такие аспекты, которые мы в этом крутимся, мы в этом живем, а для зарубежных там зрителей это достаточно непонятно. Но давайте будем откровенными, мы тоже мало что знаем про, скажем там, конфликты в Венесуэле, протесты в Гонконге, да, то есть, ну, для нас это тоже такой далекий лес, и мы не назовем там ни одного деятеля, который, там, скажем, ведет какие-то свои действия. Мы, может, что-то слышим, что там что-то происходит. То же самое происходит с Украиной за рубежом. А понятно ли европейским зрителям мотивация главного героя фильма Мустафы вернуть своих детей домой, в Крым? Вот понимают ли они, почему для крымских татар так важно это? Скажу так, что, в принципе, весь фильм старается донести это понимание, то есть, да, как бы, ну, на протяжении фильма это раскрывается, как по мне, больше, то есть, ну, мы старались это заложить. Но там есть одна фраза, которая очень хорошо работает для зрителей. Один из героев говорит, что Крым — это наш Иерусалим.
То есть, и вот это такая ключевая фраза, которая для многих становится понятно, что же такое Крым для крымских татар. Да, то есть, ну, и как-то, и мне кажется, ну, тоже важный аспект, который я старался заложить, про важность для нас именно Родины, для того, что для нас это не просто территория или земля, это наша, ну, как-то Holy Land, то есть там, святая земля. Я напомню, что мы говорим сейчас о фильме «Домой», который готовится к выходу на украинские кинотеатры 7 ноября. Премьера, и у нас в гостях Нариман Алиев, режиссер этого фильма. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Итак, продолжаем разговор о киноленте «Домой». Это история крымского татарина Мустафы, который потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины и решает похоронить его на родине, в аннексированном России Крыму. И вместе со своим младшим сыном и телом погибшего сына Мустафа отправляется на полуостров. Мы уже говорили немного о том, как снимался этот фильм, о том, что частичка Крыма там даже присутствует, да, арабатская стрелка. Ну, по факту это и есть Крым, да. Да, географически это Крым. А что было самым сложным в съемках этой картины? Я так никогда не рассуждаю, то есть, что было сложным. Я скажу так, после окончания съемок у меня была одна мысль в голове, что все могло бы быть намного тяжелее и хуже. То есть как-то все постепенно, планомерно вышли, зашли, сделали, поэтому не за что жаловаться или о чем-то там, скажем так, на что-то уповать. То есть все в рамках профессии, в рамках индустрии, то есть производственные процессы. Я могу ошибиться, если это так, то поправьте меня. Вы очень долгое время работали с непрофессиональными актерами. Ну, скажу так, то есть у меня там до полнометражного фильма были 3 короткометражных фильма, вот, и это были фильмы, которые были сняты там самостоятельными усилиями, там, без каких-то больших бюджетов, и да, то есть мне в них помогали там мои родственники, родители, братья, дяди, тети, которые там, в частности, как и играли, так и снабжали, помогали, делали все для того, чтобы у меня была там сделана работа, да, но полный метр это уже немножко другой объем, но тем не менее, то есть младшего сына, в главную роль младшего сына в фильме сыграл мой двоюродный братишка Ремзи Белялов. Как получается, вот не видно ли какого-то различия между профессиональным актером, мы знаем, что Ахтем Сейтаблаев играет главную роль, и актером, который не профессионально играет? Ну, как сказать, это уже надо там спрашивать зрителя, да, то есть для каждого все это будет индивидуально, кому-то понравится, кому-то не понравится, но... То есть я исходил из многих критериев, когда выбирал тандем. Во-первых, откровенно, мало крымско-татарских актеров в Украине. Во-вторых, даже если они есть, не все они подходят под конкретный персонаж, который был прописан. То есть много-много каких-то ограничений, которыми необходимо тоже руководствоваться при выборе актеров. Мы пробовали Ремзика с разными отцами, Ахтемова с разными сыновьями, да, но вот они в тандеме очень хорошо, интересно выглядят, и поэтому мы остановились именно на таком тандеме, потому что это именно такая тандемная, скажем, роль, да, то есть нельзя отцепить там отца от сына или сына от отца, они совершенно взаимодействуют друг с другом, и они оба двигают сюжет фильма. Мы вот в данном случае, да, говоря о вашем кино, можно ли вообще, да, сформулировать так вопрос? Это в первую очередь крымско-татарский фильм или это украинский?
Ой, ну как, кто как хочет, так и формулирует, знаете, то есть для себя как бы я так не характеризую. Это кино мое, назовем это так, да, то есть как автора. А я есть гражданин Украины, который по национальности крымский татарин, который родился в русскоязычном обществе, который обучился в столице Украины, да, то есть, ну, такой определенный микс, то есть как-то какие-то четкие разграничения сейчас смысла делать нет. Ну, я не смущаюсь, когда там меня называют там украинским режиссером крымско-татарского происхождения или крымско-татарским режиссером или украинским режиссером. Мне кажется, это не имеет никакой разницы. Это кино об Украине в любом случае. Это кино в любом случае, ну, скажем, украинское, потому что я себя ассоциирую представителем украинской культуры. Да, ну, как бы это все определенная часть, просто в любом случае там, с моей крымско-татарской определенным вложением. Ну, согласен, вопрос был в какой-то степени глупым, но ответ стоил того, чтобы этот вопрос задать. Как вы думаете, в Крыму увидят этот фильм? Ну как, легальных способов у нас показать там кино не существует. Может быть, когда там в будущем фильм выйдет на VOD-платформах, будет возможность посмотреть его в Крыму. Вот. Но, опять же, легальных способов у нас это сделать нет. В первую очередь, почему? Потому что в Крыму просто не разрешат это показывать? Ну понятно, что нельзя с Крымом вести никаких отношений. Это оккупированная территория. То есть, ну что, о чем вы говорите? То есть это как меня спрашивают, а что вы не снимали в Крыму? Ну так, может, в Северной Корее поедем поснимаем. Ну, это глупые вопросы, на самом деле. То есть определенное законодательство Украины. Если мы на него плюем, то тогда мы плюем и на нарушение границ, мы тогда плюем и на убийство наших граждан. Ну, и поэтому, извините, но это условия военного времени. Да, перейдем к вопросам от наших слушателей. Спрашивают, сколько стоило создание ленты? Бюджет нашей картины составляет 20 миллионов гривен. Из них 80% нам выделило, ну, то есть мы выиграли питчинг полнометражных картин от Министерства культуры Украины. 20% это личные средства кинокомпании, которая создавала фильм, и плюс, скажем, немецкие вложения наших немецких партнеров. Но 20 миллионов это ведь небольшая сумма. Это совершенно немного для кинематографа. Но для украинских реалий это достаточно. То есть можно за 20 миллионов? Можно снять и за 5 миллионов. Так, ну, то есть, как бы, кинопроизводство имеет очень много аспектов, и, как сказать, мало денег там не бывает, да, то есть мы существуем в условиях, наших реалиях, тех возможностей, которые у нас есть, и, ну, как бы, пытаемся максимально дать результат от тех возможностей, которые у нас существуют. Но я там уже немножко близко коснувшись к процессу, я понимаю, что, на самом деле, для такого проекта скажем, достаточный бюджет, это было бы где-то 50 миллионов. Но у нас в стране никто столько денег не выделит, потому что их просто физически нет. Когда проходил питчинг, ощущали вы конкуренцию? Много ли сильных проектов было представлено? Ну, конечно, тогда, ну, то есть у нас очень, так скажем, конкурентоспособная сейчас на кинематографе территория. То есть вот, опять же, участвовало где-то 200 там, проектов во втором этапе, то есть был первый, где было еще больше проектов, 200, которые лично презентовали там комиссии, из них 70 получило финансирование, и мы где-то по списку были 35-36, то есть, ну, как-то мы вот так вот где-то в середке пролезли достаточно, то есть, стабильно. Но конкуренция, естественно, существует, просто с нашей стороны мы должны делать все, чтобы убедить всех, что это кино может быть реализовано и будет, как бы скажем, за него не будет не стыдно. В последнее время снимается, ну, я бы не сказал, что много, да, но ощутимое количество кино, которое как раз связано с новейшей историей Украины, с очень трагичными ее страницами. По вашему мнению, да, государство помогает снимать эти фильмы. Зрителю это интересно? Зритель чувствует необходимость приходить на эти фильмы? Ну, скажем так, что там государство поддерживает индустрию последние 10 лет, и за эти 10 лет часть украинского кинематографа на там, кинотеатральном рынке достигла 9%. 10 лет назад она была, равнялась нулю. То есть вот и все. Как бы мы никогда... И это совершенно поступательные, логичные шаги, то есть которые там ведут к развитию индустрии. Нельзя там за один год снять там
5 гениальных картин, которые соберут $500 миллионов, да, в наших реалиях, и там, чтобы там 3 миллиона украинцев пошло и посмотрело. То есть все поступательными маленькими шагами мы делаем верные, как бы, скажем, в верном направлении идем, но это медленный путь, как и любые, скажем так, реформы и любые изменения. То есть, да, мы не можем там 3% роста ВВП для экономики, это, ну, то есть мы, то есть радуемся такому росту, да, хотя хотим все 10 и 15, но, то есть у нас не получается, да, все бы мы желали. То же самое с кинематографом. Каждый год все больше и больше людей, скажем, узнают об украинском кинематографе, смотрят украинский кинематограф. Но чтобы для понимания, то есть до 2014 года часть российских фильмов на украинском рынке достигала 15%. Вот, то есть украинский рынок потихоньку замещает скажем, те российские проекты, которые были на украинском кинотеатральном рынке. Раз уж мы заговорили о российском кино, да, вопрос будет связан с этим. Вы уже говорили о том, что вы исключаете в своей работе любую там идеологическую борьбу, да, скажем так, но... Я не то, что исключаю, просто, ну, как бы у нас зачастую, ну, то есть у нас хотят видеть то, что они хотят увидеть. То есть, да, мы живем в эпоху постправды. Все считают, типа, если кино о Крыме, то это должно быть, как, не знаю, там, Путина свергают с Кремля, да, то есть и Крым возвращается к Украине. Ну, истории бывают разные. Я пытаюсь просто рассказать, о чем я хотел рассказать, да, а не о том, что вы хотели бы увидеть. То есть это немножко разные вещи. Так вот, вопрос в чем заключается? Россия последние годы активно снимает кино, в котором воспевается аннексия Крыма, в котором воспевается там, вот, российский статус, да, каким они увидят Крыма. Отвечает ли должным образом на это Украина? И нужно ли здесь отвечать? Нужно ли отвечать тем же? Ну, как бы в России кинематограф всегда был сильный, всегда был, скажем так, на порядке выше, чем в Украине. Ну, это можно провести параллель там с информационной политикой там, да, Украины по отношению там, к Крыму. То есть вот вашу радиостанцию глушат. А сколько вышек стоит украинских на границе? Одна? Нет, стоят. Сколько? Имеется в виду, то есть, конечно, нужно бороться, но когда там, условно, вы против танков боретесь рогаткой, то есть, ну, конечно, это как-то не очень эффективно. Нам всему еще необходимо учиться и развиваться во всех направлениях. То есть, это есть определенная информационная борьба, естественно. То есть, да, любое аудиовизуальное там произведение является своего рода инструментарием для культурной дипломатии. Вот. Но как бы Россия совершенно искусственно владеет всеми своими инструментариями пропаганды для извлечения своих смыслов из любой информации, поэтому, ну, то есть Украине до этого очень далеко. А нужно ли это в Украине? Примет ли зритель такое кино? Да нет, ну, дело не в том. Хотя бы давайте рассказывать хотя бы свою версию людям. То есть давайте, мы говорим сейчас об этом, не о идеологии и там, обманывании людей, а хотя бы донесение своей точки зрения. То есть, да, то есть альтернативное. Мы про вот это говорим, да. То есть когда люди не имеют альтернативы, они все воспринимают как чистую монету. То есть нам нужно выходить со своим видением ситуации в любой сфере. В частности, в кинематографе, да. Ну, естественно, там, когда на украинский кинематограф там выделяется там, $20 миллионов, то там в России выделяется там $100 миллионов, да. Ну, к сожалению, деньги многое что решают. И также во всех сферах, как в военной сфере, информационной сфере, там, я не знаю, там, во всех, к сожалению. И такой вопрос. Фильм внесен в лонг-лист, если я все правильно понимаю, премии «Оскар», да? Да. 2020, прошу прощения. Да, в январе, в феврале будет уже церемония награждения. В январе скажут номинантов. Ожидаете ли вы успеха на этой премии? Ну, как вам сказать? Это такая вещь, то есть Оскар, все, кто, когда у нас слышит Оскар, все возрадуются, но это совершенно естественные процессы. То есть каждый год Украина посылает от нашего государства претендента на номинацию «Лучший международный фильм». В этом году мы удостоились такой чести. Потом мы вступаем в борьбу со всеми, скажем, лучшими картинами со всего мира собранными, типа, за одну эту номинацию. То есть там лауреаты Каннского фестиваля, Берлинского кинофестиваля, там хиты кинотеатральные, то есть, да, зрительские, то есть, ну, как бы там очень разнообразный
скажем, такой список и очень серьезный. Мы, конечно, сделаем со своей стороны все, чтобы нашу работу заметили. Но как бы гарантировать какой-то результат и, скажем, уповать на него, мы не собираемся. Для нас важно для того, чтобы в первую очередь наше кино увидели, для того, чтобы об Украине, там, о кино украинском там, узнали больше на североамериканском рынке, и чтобы мы больше становились полноценным игроком на этом самом рынке, да, чтобы в течение там, 10 лет выйти на тот уровень, когда мы будем полноценным игроком, и когда наши фильмы будут уже стоять в шорт-листах номинации на «Оскар». То есть это все, опять же, поступательные такие шаги, в частности, там, с зрителями в кинотеатрах. То есть, Рим не один день строился, и все мы идем к тому, чтобы его построить. Горизонт планирования примерно какой для того, чтобы это построить? Во-первых, при стабильной там, политической ситуации, при стабильном инвестициях со стороны, в первую очередь, государства, при, скажем, налоговой гибкости, если такая у нас будет для дистрибуции украинского кино, для построения украинских кинотеатров, для воспитания и обучения молодых там, режиссеров, то в течение 10-20 лет у нас может вырасти, скажем, такое серьезное поколение, которое будет уже, то есть у нас будет полноценная индустрия. Сейчас у нас много молодых представителей, я одним из них являюсь, которые, то есть, строят, скажем, эту индустрию, да, нам нужно ее подпитывать, то есть всем, да, то есть мы, один в поле не волен, то есть если у нас будет один хороший режиссер, который будет раз в 3 года выпускать гениальное кино, это не значит, что у нас появится кинематограф в Украине, то есть нам нужно кино много, разнообразного, разножанрового, и, каждому, чтобы было что посмотреть и выбрать для себя. Да, о том, что дальше, да, нужно больше кино. Есть ли у вас идеи над чем работать дальше? Идеи, конечно, есть, просто, то есть они сейчас на таком этапе, когда мы о них вслух не говорим, потому что пока непонятно, реализуем мы их или не реализуем. Когда мы уже поймем, что мы готовы вступать в этот долгий путь, потому что это 2-3 года твоей жизни, ты тратишь там на один проект, и ты должен достаточно подумать перед тем, как на этот путь вступить и с чем ты будешь идти по этому пути. Но эти идеи, они также связаны с Крымом? Есть разные. Есть, скажем, такие более украинские истории, есть более крымско-татарские истории. То есть, идеи есть разные, просто сейчас идет разработка в разных направлениях для понимания той или иной, насколько релевантно создать эту историю, а не эту, насколько есть такого понятия production value, то есть просто реализации как хорошего продукта на нашем рынке, и насколько у меня есть просто, как у режиссера, достаточно инструментарий, чтобы реализовать там эту историю, а не другую. Вот, то есть идет сейчас какое-то определенное понимание своих сил и возможностей для того, чтобы идти дальше. И у нас был такой вопрос перед эфиром от нашего слушателя. Он спрашивал, можно ли снять историю о переселенце. И, видимо, он себя описывал, потому что, говорит, с 2 детьми и 2 чемоданами на материк. Вот у нас буквально 2 минуты осталось до завершения этой части программы. Я скажу, историю можно снять любую. Можно и об одном переселенце с 1 чемоданом, да, то есть, это не есть самоцель. То есть, да, всегда это... Вот есть понимание в кино тема и идея. Тема о чем, идея во имя чего. То есть всегда надо начинать во имя чего ты собираешься делать историю, а не просто о 2 переселенцев с 2 чемоданами. То есть, у каждого своя история, она достаточно драматичная, но каждый режиссер, выбирая историю, руководствуется с определенными идеями, во имя чего он собирается рассказать именно эту историю, а не другую. Вы рассматриваете какие-то такие вот реальные события, реальные истории тех людей, по которым... Еще раз, мне не важно, реальная эта история или нереальная история. У меня есть определенный инструментарий, который я хочу донести до зрителя. То есть, зачем мне пересказывать какие-то реальные истории? То есть, да, я создаю как раз реальность, да, реальность художественными инструментариями о сегодняшнем дне, но это не значит, что я вру в каких-то элементах. Я просто своим методом доношу те же, может быть, месседжи, у которых были у людей там, при их реальных ситуациях. Да? Но я никогда не пытаюсь искать и реальные истории. И реальные истории не всегда являются... скажем так, все фильмы, которые вы видите, написаны на реальных событиях, они не сняты на реальных событиях. Это по мотивам какого-то события, которое было в жизни, но совершенно переработано под кинематограф. То есть, да, там от жизни очень мало остается.
Ну что ж, спасибо за беседу. Напомню, что в гостях нашей студии был Нариман Алиев, режиссер фильма «Домой», ФД, да? ФГ, по-крымско-татарски. Я благодарю вас за беседу. Встретимся на премьере. Спасибо большое. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Продолжается программа «Крымский вечер». В прямом эфире радио Крым Реалии. Алена Бадюк, Сергей Макрушин в этой студии. И от такой серьезной темы, серьезного разговора переходим к нашей последней на сегодня рубрике, где не совсем серьезные новости, как помнят наши постоянные радиослушатели. В рубрике «Новости завтрашнего дня» мы как раз вот такие с ноткой некой забавности. Не новости, а завтрасти. Обсуждаем. Они не всегда, конечно же, связаны завтрашнего дня, иногда дня сегодняшнего или вчерашнего, но это их делает не менее забавными. И вот, например, первая новость. Ты просто редкий гость в наших вечерних эфирах, я тебе тоже расскажу. Занесло, здесь да. мы обсуждаем различные заявления неких, например, крымских блогеров. Вот, например, Натальи Поклонской. Вот часто мы... известный крымский блогер, Телеграм мы ее озвучиваем в этом эфире. Или же, например, любим обсуждать различные рейтинги, вот, в которые входит аннексированный Крым по тем или иным соображениям. Вот, например, аннексированная Ялта вошла в топ-10 городов соседней России для путешествий уже в следующем году. В этом году, мы уже знаем, подвели итоги туристического сезона крымские чиновники. Вот. А вот на следующий год они уже это планируют. Значит, аналитики туристического портала Турстат составили список лучших, по их мнению, городов для отдыха и путешествий в 2020 году, и Ялта в десяточке. Я зачитаю этот список. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль. Вот где-то перед набор. Ярославлем и после Ростова-на-Дону почему-то оказалась Ялта. По алфавиту, вот, наверное, в конце уже расставляли. Ялта, Ярославль. По туристической привлекательности не знаю, как оценить. Не внесли, мне интересно. Вот, или Армянск, например. Да, или я помню этот билборд, значит, который в 2014 году появился после всех известных событий. Едем на море в Симферополь. Почему Симферополь не курорт? Вот, пока его нет в этом списке, но не факт, что не будет, знаешь ли. И расскажем немножко, о том, как был составлен этот рейтинг. Он был составлен по результатам интернет-опроса, в рамках которого у респондентов якобы спросили, в каком городе лучше всего путешествовать в следующем году, и выборку сделали соответствующую. Еще один рейтинг. Поселок Севастополя возглавил рейтинг самых веселых населенных пунктов. А вот об этом конкурсе, так называемом, мы рассказывали вчера. Вот. И давай же расскажем теперь, чем он закончился, а потом вернемся немножко в предысторию, потому что там были такие названия населенных пунктов, которые, я думаю, тоже могут, знаешь, быть основой для какого-то рейтинга туристических маршрутов. По данным туристического портала Крыма, финалистом этого замечательного конкурса стал не менее замечательный поселок Сахарная Головка, который расположен под Севастополем. Да, но я вот хочу вернуться все-таки к предыстории, потому что вчера мы так более детально об этом рассказывали. А чем Сахарная Головка не понравилась? В общем, с кем она конкурировала? С такими веселыми названиями, как Бухалово, Палево, Мошонки, Свиногорье, Мутный материк. Мутный материк мне нравится. Хохотуй. Муха-Удеровка. Вот. А про победителя прошлого года мы тоже можем рассказать. Это село Чуваки в Пермском крае. Такое село, видимо, есть. Поверим на слово. Вот, в общем, вот такой вот рейтинг. Почему бы не составить чиновникам Крыма новый, уже учитывая эти населенные пункты. Немного об ожесточенной борьбе поселка Сахарная Головка за первенство в этом рейтинге. Цитата. «Поселок опередил соперников в своей десятке и вышел в финал конкурса. Позади него остались «Новая жизнь», «Веселая»,
Веселая, Люксембург и еще 6 других населенных пунктов с веселыми названиями. Новая жизнь, как всегда, осталась позади, где-то далеко. И веселая тоже позади. А вот Люксембург каким образом оказался в этом списке, честно говоря, большой вопрос. И насколько мне не изменяет память, это совсем не в соседней России находится. Ну, может быть, я вот в географии России не силен, поэтому не скажу. Кстати, давай скажем еще, кто на втором месте. За крымский поселок отдали свои голоса 2702 респондента, а на втором месте оказалась таки новая жизнь. Ну, собственно, да, о ней мы уже и рассказали. Знаем, что это в Калмыкии, вот благодаря этой новости. И замыкает тройку лидеров поселок Веселая в Северной Осетии. Вот, 703 голоса всего лишь. Да. Далее. К следующей новости. Жительница Севастополя перевела фейку 25 тысяч рублей. Вот сколько уже мы в нашей программе зачитывали эти информационные сообщения от местных правоохранительных органов, и они постоянно на этом делают акцент, что проверяйте информацию, вот не будьте такими наивными и доверчивыми, но все равно находятся вот такие вот поводы для новостей. Да, поводы для новостей находятся. Жительница Севастополя перевела фейку 25 тысяч рублей. Еще одна женщина потеряла таким образом 10 тысяч. Они стали жертвами поддельных интернет-сайтов. Желание быстро и без комиссии пополнить мобильный счет, еще бесплатно, если бы здесь было написано. На 25 тысяч рублей, на секундочку, мобильный счет. Да, как это все произошло. Это желание обернулось для них потерей крупной суммы с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД России по Севастополю. Значит, описывается эта ситуация. 43-летняя жительница Севастополя в считанные минуты лишилась 25 тысяч рублей, пытаясь пополнить счет сотовой связи на странице фальшивого сайта в интернете. Женщина искала сайт, чтобы пополнить счет с помощью банковской карты. Первая же выбранная ею страница внешне не отличалась от сайта известной компании сотовой связи. Ничего не заподозрив, горожанка заполнила необходимую форму и ввела данные своей банковской карты. Вскоре ей пришло СМС с кодом и суммой 25 487 рублей. Женщина не обратила внимания на эти подозрительные цифры и ввела полученный код на странице сайта. Деньги были моментально списаны с ее банковского счета. Таким же образом, вот и другая жительница Севастополя попрощалась с 10 тысячами рублей. Я помню, в одной из наших предыдущих программ мы с Леной Римовской тоже в этой рубрике «Новости завтрашнего дня» рассказывали о случае, когда у одной женщины украли банковскую карту, и рядом с этой банковской картой у нее где-то в личных вещах лежал написанный пин-код. Класс. Вот. В общем, можно прямо на карте уже писать, зачем? Из одной примерно истории вот эти вот все новости. В общем, мы, конечно же, тоже призываем быть бдительными и осторожными. Вообще доверчивый народ крымчане. И, очень доверчивый, как мы видим. По новейшей истории очень доверчивый. Бесплатного ничего не бывает, как известно. Вот. Но это не бесплатный все новости сыр на референдуме только, а потом его жгут. В печи осенизаторе. Печи Хурикан, да. Я запомнил название этой печи. Вот, что мы еще выберем сегодня? Давай еще расскажем. Вот я вижу прекрасную новость. Две новости из Керчи. Я не могу мимо этого пройти. Значит, первое. Бижутерия и рыба. У рынка в Керчи стихийщики торгуют всем подряд. Видимо, вперемешку бижутерией и рыбой. В Керчи стихийщиков не останавливают ни штрафы, ни задержания. В воскресенье на мосту центрального рынка торговали всем вещами, бижутерией и рыбой, передает издание Керчь-ФМ. Керчанка пишет: вот и снова привычная вонь от рыбы. Но сколько это будет продолжаться, пишет она. Вот, но до того момента, наверное, пока путина не закончится. Пока продают алкоголь. Следующая новость плохая очень для города Керчи. В российский день так называемый народного единства ограничат продажу спиртных напитков. Вот об этом сообщила пресс-служба российского правительства города. Так, праздник или где вообще? Понимаешь, и причем мало того, что в течение вот этих мероприятий не будет продаваться алкоголь, так еще и за 2 часа до начала и во время, естественно, и в течение 1 часа после окончания мероприятий. Вот. Интересно, на что это повлияет вообще в городе, и действительно это ли будет иметь какой-то эффект, не знаю, видимо, вот так решили сделать, посмотрим. Мы обязательно об этом расскажем в наших следующих эфирах. И какое единение получилось без спиртного, тоже об этом обязательно расскажем. В России с 4 ноября 2005 года отмечается государственный праздник День народного единства. Инициатива введения этого праздника принадлежит
принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова. Не знаю даже, будут ли новости завтрашнего дня вот в связи с тем, что перестанут продавать алкоголь. Вот, но будем, конечно же, на это надеяться. А сегодня я вижу, что пора уже заканчивать нам наш эфир. Мы благодарим всех наших слушателей, которые были с нами. Радио Крым Реалии продолжает работать для вас. И завтра встретимся, как всегда, в 19:30 по крымскому времени. Сергей Макрушин, Алена Бадюк были с вами в течение этого часа. В 9:00 утренний эфир тоже не забывайте.